Плееве завершились работы по обновлению улицы Алхаста-Плеева. Проект был реализован благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь был уложен асфальт, смонтировано современное уличное освещение и проведено озеленение прилегающей территории. Улица была выбрана жителями села в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства. Кабмин России усовершенствует работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, интегрировав новую государственную информационную систему «Централизованная система сбора информации систем 112», сообщили в правительстве России. Отмечается, что такая интеграция позволит формировать в автоматическом режиме внутреннюю информацию о принятых мерах реагирования на вызовы по единому номеру. Она будет направляться в различные федеральные и региональные органы власти, в том числе МЧС, МВД и Минздрав, для улучшения работы с экстренными вызовами. С 1 марта 2026 года на автозаправочных станциях в полосах отвода автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность использования зарядных станций постоянного тока для электромобилей мощностью не менее 44 киловатт, сообщается в телеграм-канале правительства России. Документ дополняет перечень минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса. Он был утвержден в 2020 году и до сих пор не регламентировал минимально необходимые требования к мощности зарядок для электромобилей. В России с июля ужесточили правила выдачи ипотеки и автокредитов. Теперь банки не смогут массово выдавать ипотеку с маленьким первым взносом и кредиты тем, чьи платежи по кредитам превышают 80% доходов. Как пояснили в Банке России, это нужно, чтобы люди не брали непосильные кредиты и не оставались без жилья. Коснулись изменения и автозаймов, особенно тех, где машина уже есть в собственности, а деньги берут на другие цели. Только в первом квартале текущего года 44% таких кредитов выдали людям, у которых половина зарплаты уходит на выплату долгов. При этом для надежных заемщиков кредиты станут доступнее. Банки смогут направлять на них больше денег. Новые правила касаются только обычных граждан, бизнес они не затронут, отметили в Банке России. С 1 августа в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам отказываться от массовых рассылок. Ограничение на спам можно будет подключить через личный кабинет или мобильное приложение оператора связи. Нововведение должно повысить цифровую безопасность, так как массовые рассылки часто используют мошенники. Под видом рекламы злоумышленники могут, к примеру, предлагать фальшивые компенсации, поддельные услуги или присылать фишинговые ссылки. Ингушский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев отличился ассистом в игре против голландского Неймекена. Для Оздоева это первое результативное действие в текущем межсезонье. Недавно игрок продлил свой контракт с клубом на 1 год. Матч завершился победой ПАОКа со счетом 3-2.